Мухаммад саллаллаху и все пророки и посланники, они были отправлены Аллахом с целью какой? Предостеречь людей от ширка и призвать их к таухиду. Я айюхан-насу убуду раббакум. О люди, поклоняйтесь только вашему Господу. И автор говорит, на это указывают слова Всевышнего. На что на это? На то, что Мухаммад саллаллаху пришел с этой целью, отправлен Аллахом субхану ва тааля для чего? Для того, чтобы предостерегать от ширка и призывать к таухиду. На это доказательство. Автор приводит доказательства всегда, довод. Это его обыкновение, помните? Какие аяты приводит автор в качестве доказательства? Сура Муддассир. Начало. Я айюхаль муддассир. О завернувшийся. Кум фаанзир. Встань и увещевай. Встань и увещевай. О раббака факаббир. И Господа твоего возвеличивай. Вот и ябака фатахир. И одежды свои очищай. Варруджза фахджур. И скверны избегай. Валя тамнун тастаксир. Не оказывай милости с целью получить большее. Вали раббика фасбир. И ради Господа твоего проявляй терпение. Вот эти вот слова доказывают, что эти аяты. Слова автора, что Мухаммад саллаллаху был отправлен для чего? Талят. Для чего? Предостерегать от ширка и призывать к таухиду. Итак, что в этих словах сказано? Я айюхаль муддассир, о завернувшийся. Кум фаанзир, завернувшийся в одежду. Кум фаанзир, встань и увещевай. Что увещевай? То есть предостерегай от ширка и призывай людей к таухиду, к единобожию. В этом состояла суть призыва Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И вот таким должен быть призыв его последователей. Посмотрите. «Куль хазихи сабили, ад'у иля Аллахи аля басира, ана ва ман иттабани, ва субханаллахи ва ма ана миналь мушрикин». Скажи, это мой путь, я призываю к Аллаху на основе знания. Я и те, которые за мной последовали. Пречист Аллах, я не из многобожников. Смотрите внимательно еще раз эти слова. «Куль хазихи сабили». Скажи, это мой путь. Это мой путь. То есть путь Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Ад'у иля Аллах. Я призываю к Аллаху. На основе чего? Знания. Я и те, которые за мной последовали. То есть те, которые считают себя последователями Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, считают себя на его пути, на его методе, что должны делать? То, что делал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. А что он делал? Призывал людей к таухиду, предостерегал их от ширка. То есть непременно человек, который является последователем Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, непременно он должен исповедовать таухид. Он должен отдалять Аллаха субхану ва тааля в своих убеждениях, в своих деяниях от приписывания Аллаху каких-либо пороков, каких-либо недостатков. Подтверждать в отношении Аллаха субхану ва тааля все три вида таухида. Посмотрите в аяте в конце. «Ва субханаллах» и «пречист Аллах, я не из многобожников». То, что Аллах приказал сказать Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. «Субханаллах», «пречист Аллах, я не из многобожников». «Субханаллах», мы говорили с вами, что это означает? Аллах далек от всех пороков и недостатков. Аллах пречист. Да, мы отдаляем Аллаха от любых недостатков, от любых пороков. «Субханаллах», я не из многобожников. На что это указано? На то, что многобожие, ширк, это порочение Аллаха субхану ва тааля. Человек, который совершает ширк, он пытается опорочить Аллаха, приписать Аллаху недостаток, порок. Это одна из многочисленных мерзостей многобожия. Многобожие – мерзкая вещь. У ширка у него много мерзостей всяких. Вот одна из этих мерзостей, что ширк – это оскорбление Аллаха субхану ва тааля. Это попытка унизить Аллаха субхану ва тааля. Это попытка умолить, опорочить Аллаха субхану ва тааля. Многобожники, совершающие ширк, поклоняющиеся кому-то кроме Аллаха, взывающие кому-то кроме Аллаха, они покушаются на самое главное – исключительное право Творца, Создателя, чтобы все поклонялись Ему. Хорошо? На право Его быть единственным Богом, единственным, кому взывают, быть единственным тем, кого молят,
кому стремятся с любовью безраздельной, с безраздельным возвеличиванием, с усердным поклонением. Вот на это право они покушаются. Вместо того, чтобы поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, молить Его, возвеличивать Его, любить Его предельно, что они делают, многобожники? Посмотрите, вдумайтесь в суть многобожия. Многобожники, они ставят между собой, между Создателем посредников. Посредники, которые такие же творения, нуждающиеся в Аллахе. Что они делают? Они начинают молить эти творения, просить их, служить им, привязываются сердцами к этим творениям. Они доказывают им свою любовь, возвеличивают их. Ради этих творений, этих посредников они усердствуют, они служат, посвящают им свое время, свои силы, свое усердие. Они вымаливают у них благосклонность, ищут у них прощения. Вот ради них, представьте, ради этих посредников они плачут, проливают слезы, труждаются. Вот это все они должны посвящать кому? Аллах Субхану ва Тааля. Вместо этого все это они потратили на вот этих посредников, которые ничем не владеют, которые на самом деле преграда между ними, Аллах Субхану ва Тааля, преграда между ними и раем. Все это они должны посвящать Творцу, тому, кто их создал, тому, кто их питает, тому, кто их кормит, тому, который дарует им все блага, который оживляет, который умерщвляет, от которого зависит ахира, который окружает их своей заботой, опекой, постоянно, все время ты под заботой и опекой Аллаха Субхану ва Тааля, от которого ты целиком и полностью зависишь, к которому вернешься для расчета. Вот это все, вместо того, чтобы посвящать это Аллаху, они посвящают этим слабым, нуждающимся творениям. Вдумайтесь, что насколько же это отвратительное зло, это неимоверно страшное зло. Смотришь на человека, сколько он старается, и ходит он, и храмы посещает, и чего-то делает, и деньги тратит, и время тратит, и слезы льются, и искренне вроде такой. Но все зазря, вот все ради этих посредников. Это возьми, эти все свои силы, да направь ты к тому, кому должен направить, к Аллаху Субхану ва Тааля. Вместо этого он совершает вот эти не просто бесполезные, чудовищные, вредные, отвратительные действия. Великая дерзость на самом деле. Это наглость, глупость несусветная. Неописуемая наглость и глупость беспросветная, беспредельная. И вообще нелепость. Нелепость. Помимо всего этого, это чудовищная несправедливость. Чудовищная несправедливость. Это преступление. Преступление. И это оскорбление, попытка унизить, покуситься на права Аллаха Субхану ва Тааля. Что такое ширк? Насколько это страшное преступление? К сожалению, те, которые называют себя мусульманами, многие из них не осознают опасность ширка, не осознают важность таухида. Итак, кум фанзир, встань и увещевай. То есть предостерегать ширка, призывать к таухиду. Раббака факаббир. И Господа твоего возвеличивай. Возвеличивай его, автор говорит, посредством таухида. Внимательно. Вообще возвеличивать Аллах Субхану ва Тааля, все говорят, мы возвеличиваем Аллаха. И христиане, иудеи, и другие, все говорят, мы возвеличиваем Аллаха. Но возвеличивание Аллаха на самом деле возможно только путем таухида, только путем единобожия, иначе не будет возвеличивания. Кто не признает исключительного права Аллаха Субхану ва Тааля на поклонение, на все виды поклонения его рабов, тот не возвеличивает Аллаха Субхану ва Тааля. Напротив, мы говорили, что он пытается унижать Аллаха Субхану ва Тааля, порочить Аллаха Субхану ва Тааля. Ты что думаешь, что Аллах Субхану ва Тааля не слышит твоих молитв? Что Аллах Субхану ва Тааля нуждается в посредниках каких-то, которые донесут до него твои молитвы? То есть человек, который делает посредника между собой Аллахом, не возвеличивает Аллаха. Почему? Да хотя бы по той простой причине. Значит, он считает, что Аллах Субхану ва Тааля не всеслышащий, что Аллах не слышит мольбу человека. Нужны какие-то специальные посредники, которые донесут до него мольбу.
Или что думаешь, человек, который поклоняется кому-то, кроме Аллаха, взывает, что Аллах Субхану ва Тааля, его знание не всеохватывающее, что он не знает о тебе, что он не знает о твоих проблемах, Аллах Субхану ва Тааля, не знает о твоих нуждах, что какие-то нужны специальные вот такие советники, которые будут сообщать ему, как земным царям, как уведомляют. Может, земной царь не все знает, да не знает, что его подданных есть проблемы и нужды. Ты также думаешь об Аллахе Субхану ва Тааля, что ли? Что Аллах не знает о происходящем, о тебе, что с тобой происходит, какие у тебя проблемы. Или думаешь, что хорошо знает, слышит, что могущество Аллаха Субхану ва Тааля, думаешь, оно не беспредельно, то есть не все может Аллах Субхану ва Тааля. Нужны какие-то помощники, которые будут помогать ему решать проблемы, удовлетворять нужды рабов, нужды людей. Либо ты сомневаешься в знании Аллаха, либо сомневаешься во всеслышании Аллаха, либо сомневаешься в чем? В могуществе Аллаха Субхану ва Тааля, либо ты сомневаешься в милости Аллаха Субхану ва Тааля, что Аллах милостивый, что Аллах добр. В его милости и доброте сомневаешься, потому что думаешь, что Аллах Субхану ва Тааля, алиязу билля, такой черствый, такой злой, что нужны какие-то специальные посредники, ходатаи, которые будут пытаться как-то его задабривать вот за тебя, чтобы была принята твоя молитва, твоя просьба. То есть человек, который не на таухиде, он не может возвеличивать Аллаха Субхану ва Тааля. Он не возвеличивает Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? Несовместимы эти две вещи. Ширк и возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля. Вообще ширк из-за неправильных представлений людей об Аллахе. Люди не знают, кто такой Аллах, поэтому предают ему сотоварищей. Мы говорим, либо не знают, что Аллах всеслышащий, либо не знают, что Аллах всезнающий, либо не знают, что Аллах всемогущий, либо не знают, что Аллах Субхану ва Тааля всемилостивый. Поэтому Ибрахим, алейхиссалям, сказал им, мушрикам, которые поклоняются наряду с Аллахом, другим божествам, он сказал, «Фама заннукум би раббил алямин». Что вы думаете о Господе миров? То есть ваше представление, какие о Господе миров? И в судный день Аллах Субхану ва Тааля скажет этим, которые в аду, неверующие, «Вазаликум заннукум аллази занантум би раббикум ардакум фасбахту миналь хасирин». И вот эти ваши представления, которые вы имели о своем Господе, они погубили вас, и вы оказались в числе понесших убыток. Дальше Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Васиябака фатаххир», и одежды свои очищай. И автор говорит, очищай свои деяния от ширка. Очищение бывает двух видов, и одеяние бывает двух видов. Внешнее и внутреннее. Духовное и физическое. Хорошо? Одеяние внешнее есть у нас, одежда, которая прикрывает наше тело. И внутреннее одеяние – это наш иман, наша богобоязненность. И очищение, стало быть, бывает очищение внешнее, очищение тела, одежды, и очищение внутреннее. Итак, очищение два вида. Тагара хиссия и тагара ма'навия. Хорошо? Очищение внутреннее, очищение внешнее. Очищение хиссия, что значит физическое очищение? Ма'навия – духовное очищение. Скажите, чтобы совершить намаз, тагара нужна или нет? Очищение. Очищение нужно или нет? Да, физическое очищение. Надо. Что очистить надо? От наджасы. Очистить тело свое, место, где будешь молиться, одежду от скверны должен очистить. Потом очиститься нужно от чего? От хадаса, от малого и большого. Либо совершить, если у тебя большой хадас, значит гусаль, если малый хадас, значит что? Вуду, малое омовение. То есть условия, чтобы намаз твой был принят, нужно вот это вот физическое очищение. Духовное очищение, оно еще важнее. Потому что духовное очищение, оно таково, что Аллах Субхану ва Тааля не принимает без него ни одно благое деяние твое. Ни один богоугодный поступок Аллах без этой духовной чистоты, который является таухид, Аллах не примет. Причем в любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах принятие любого твоего деяния невозможно без вот этой духовной чистоты, без наличия. Эта духовная чистота – это таухид, единобожие, ихляс, посвящение, поклонение только Аллаху Субхану ва Тааля. Вот для чего мы изучаем таухид.
Поверьте, что без этого, без этой духовной чистоты, таухида, ихляса, ни одно твое деяние принято Аллахом не будет. При любых обстоятельствах. Хорошо? Оно условие для принятия наших деяний. Еще раз говорю, при любых обстоятельствах. То есть, таких ситуаций нету. Нет таких ситуаций, чтобы Аллах Субхану ва Тааля сделал исключение и принял какое-то деяние без таухида, без вот этой духовной чистоты, без духовного очищения. А физическое очищение, тагара хиссия, да, физическое очищение, мы говорили, оно является условием для принятия некоторых видов, да, богоугодных поступков. Так, тагара ма'навия, условие для принятия всех видов поклонения, всех богоугодных поступков. Хиссия, физическое очищение, оно условие для принятия что? Некоторых видов таухида, некоторых видов деяний, таких как намаз. Например, такие как намаз, некоторые другие. Представьте, человек находится где-то в заточении, в тюрьме, прикован цепями. Он не может очиститься от мочи, он не может очистить тело, он не может устранить наджасу с этого места, где он находится. Он не может совершить вуду, не может устранить хадас. Что делать этому человеку? Мы говорили с вами, очищение физическое – это условие для принятия намаза, правильно? Этот человек заточен сейчас, ничего не может. Ни хадас устранить, ни наджасу устранить не может, ни вуду, ни гуса, ничего не может. Что будет делать этот человек? При таких обстоятельствах будет молиться, каков он есть. Хорошо? Без вуду, без гусля, потому что у него нет возможности. И его намаз будет действительным. Хорошо? И Аллах Субхану ва Тааля примет его, иншаллаху Тааля, при прочих условиях. Понятно? При наличии других условий. К кибле, например, он не может повернуться. Если не может, делает как может. Аллах Субхану ва Тааля примет, деяние будет действительным. То есть, смотрите, физическое очищение, оно при некоторых обстоятельствах может что? Сниматься как условие. Аллах будет принимать. А духовное очищение, оно всегда необходимо, даже в такой ситуации. Хорошо? То есть нет, еще раз говорю, таких обстоятельств, при которых духовное очищение было бы необязательным, и Аллах принимал бы без таухида что-то. Без очищения деяние не принимается, деяние становится тщетным. То есть, если нет таухида, ихляса в деянии, деяние не принято Аллах Субхану ва Тааля. Деяние бесполезное становится. Более того, если это большой ширк, вообще все деяния человека, если человек совершает большой ширк, все его деяния благие, которые он совершал, они становятся бесполезными, тщетными становятся. Как прошлое его деяние, так и будущее, если только человек не вернется к Аллаху Субхану ва Тааля с покаянием многобожия и с таухидом. Дальше говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Варруджза фахджур». И скверны избегай. Скверны избегай. И автор говорит, что под руджз, под скверны подразумеваются идолы, снам. Избегание этой скверны – это отказ от идолов и от идолопоклонников. Вот почему Ибрахим, алейхиссалям, сказал: «Ваджнубни вабания на'буда раснам». «Отстрани меня и потомство мое от поклонения идолам». Отстрани, то есть сделай их в одной стороне, а меня сделай в другой стороне. Мы говорили с вами, отречение от ширка, от последователей ширка, оно происходит посредством чего? Посредством сердца, посредством языка и посредством органов. Помните? Отречение происходит посредством языка, сердца и органов. И автор говорит, в течение 10 лет пророк ﷺ занимался этим. В течение 10 лет пророк ﷺ занимался этим, посвятил призыву к таухиду. Представьте, первые 10 лет своей миссии пророк ﷺ посвятил этому, призывал людей к таухиду и к отречению от ширка. Более того, пророк, алейхиссалату вассалам, все 23 года не перестал призывать к таухиду. Более того, он не переставал предостерегать от ширка.
призывать к таухиду даже тогда, когда лежал уже на смертном одре. Все равно призывал к таухиду. Автор говорит, 10 лет он занимался этим, призывом к таухиду. Автор не имеет в виду, что 10 лет занимался призывом к таухиду, а потом чем-то другим. Нет. Автор имеет в виду, что целых 10 лет Пророк ﷺ занимался только призывом к таухиду. Только призывом к таухиду. А остальное время, остальные 13 лет занимался призывом и к таухиду в первую очередь, и к остальным установлениям ислама. И вот это вот опровержение мощное. Представьте, 10 лет, кто? Не мы с вами. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал только к таухиду. Кого? Кого? Те, которые стали его сахаба, стали его сподвижниками, не таких, как мы с вами. На что это указывает? На огромную важность призыва к таухиду. На первостепенность этого. Это опровержение, очень мощное опровержение многим сегодня, которые появились, называют себя призывающими к исламу, которые говорят, что призывать таухид. Призыв к таухиду, они говорят, 5 минут, более 5 минут не занимает, вообще большего не нужно, не требуется. Все, нет нужды, чтобы людей все время учить таухиду. Так говорят они. Можно слышать это. Призыв пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, посмотрите, вообще весь был призывом к таухиду. Вспомните, что сказано в Коране, что сказано в Сунне. Все аяты, все хадисы, все они о таухиде. Скажете, как? Почему они все о таухиде? Да, все о таухиде. Либо о самом таухиде. Хорошо? О самом таухиде. Призыв к нему самому. Либо предостережение от того, что противоречит таухиду. То есть от чего? От ширка. Правильно? Либо, то есть тем, что несовместимо, да, предостережение от этого. Либо к выполнению, призыв в аятах, хадисах, выполнению тех прав и тех обязанностей, которые накладывает таухид. У таухида есть права. Какие права таухида? Подчинение Аллаху субхану ва тааля, выполнение его приказов, оставление его запретов. Хорошо? Либо рассказ о том, к чему приводит соблюдение таухида и прав таухида, а к чему приводит противоречие таухиду и несоблюдение прав таухида. То есть рассказ про рай, про ад. Про итог мувахидов, благочестивых единобожников, про итог кого? Мушриков, про итог неверующих, про итог нечестивцев. Получается, что весь призыв Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям это призыв к таухиду. Еще раз. Почему? Потому что либо это сообщение о самом таухиде, призыв к нему, либо предостережение от того, что противоречит таухиду, то есть от ширка во всех его видах, либо это что? Соблюдение прав таухида. У таухида есть права. Какие права таухида? Подчиняться Аллаху субхану ва тааля, то есть выполнять его приказы, оставлять запреты. То все, что мы видим из приказов, запретов, в Коране, установлений, это все, что вытекает из таухида. Это право таухида. Правильно? Либо Аллах субхану ва тааля говорит, что будет с людьми, которые исповедуют таухид, подчиняются Аллаху, выполняют права таухида, и наоборот, что будет с теми, кто не соблюдает таухид и не соблюдает права таухида. Значит, весь призыв Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям это призыв к таухиду. Хорошо? Это таухид. Иншаллаху та'аля мы продолжим изучение этой основы на следующем занятии. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва аля алейхи ва сахбихи аджмаин.